эфире телеканала «Итоги дня». В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот о чем расскажем вам сегодня. Будущее креативной Арктики уже здесь. Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова прибыла в Якутск. Память, высеченная в сердцах. В филиале фонда «Защитники Отечества» прошла трогательная церемония. Посмертно награждены 16 военнослужащих. Первый выпуск «Полярного». В Якутии завершили обучение первые операторы беспилотников. Сезон утренних зарядок начинается в Якутске. Девиз нынешнего сезона «Начни утро с победы над собой». Полярные волки заканчивают хоккейный сезон на высокой ноте. Юные спортсмены привезли домой Кубок Победы. Якутск посетила заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. В ходе рабочего визита федеральный куратор вуза побывала в Арктическом государственном университете искусств, культуры и креативных индустрий, где осмотрела творческие мастерские и поговорила со студентами. Вероника Таюрская расскажет подробности. Кузница актеров, дизайнеров и просто талантливой молодежи. Арктический государственный университет искусств, культур и креативных индустрий вот уже на протяжении 26 лет обучает студентов нестандартному мышлению и свободе мысли через творчество. В рамках рабочего визита заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова посетила альма-матер креативной молодежи и дала рекомендации для дальнейшего обучения студентов. Поступило предложение от замминистра, чтобы мы обратили внимание на предложение дизайн-проектов для косметического ремонта бюджетных организаций. Мы, конечно же, примем это во внимание и усилим эту часть нашей работы. Студенты, уже были некоторые проекты, но их было небольшое количество. В частности, как раз-таки в ТИКСе был предложен проект по восстановлению детского сада «Солнышко». Нейробиблиотека, развитие креативных индустрий и отражение национального колорита через цифровые технологии. Это не все направления деятельности АГУИКИ. Университет участвует в государственной программе «Приоритет-2030», позволяющей раскрыть творческий потенциал студентов. Планы, конечно, регламентируются ключевым образом. Это программа «Приоритет-2030», где стратегия развития. Конечно, сейчас приемные кампании. Безусловно, задача, чтобы прием был успешным, и дальше большее взаимодействие с партнерами, безусловно, привлечение таких уже индустриальных партнеров, которые вкладывались бы совместно в развитие. То есть много разных интересных идей. Заместителю министра продемонстрировали XR-студио «Квартала труда». Помещение позволяет не выстраивать декорации для фильмов, а вывести их на экран с помощью проекции. Ольга Петрова посетила также творческие мастерские АГУИКИ, открывающие для студентов новые горизонты. Ребята сейчас рассказали, чем они занимаются, как у них построена образовательная система, насколько привлечены в образовательный процесс лидеры индустрии не только нашей Якутии, но и, безусловно, из разных точек страны и мира. У нас обучаются иностранные студенты, которые сегодня выдают очень серьезные результаты. И у нас сегодня появились международные проекты, которые будут давать, конечно же, эффект и в науке, и в творчестве, и в образовании. Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова высоко оценила достижения коллектива Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий. В будущем перед заведением стоят новые вызовы и открываются дальнейшие перспективы. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. Память, честь и вечная слава. Сегодня в Госфонде «Защитники Отечества» в Якутске посмертно награждены военнослужащие, отдавшие свои жизни при исполнении воинского долга. Родственники бойцов получили награды вместе со словами благодарности и поддержки. Подробности в следующем сюжете. Семьям бойцов, которые отдали жизни на защиту своей родины, передали государственные награды. Эти медали и ордена стали символом признания их подвига и вечной памяти о мужестве сыновей, мужей и отцов. Мы совместно с военным комиссариатом республики вручаем, передаем государственные награды родственникам наших защитников Отечества. Все награды, они независимо от уровня и статуса, очень важны. Они показывают
подвиги и храбрость наших земляков, бойцов, которые принимали участие в специальной военной операции. В зале прозвучали слова благодарности от представителей военного комиссариата. Они лично вручили 14 орденов мужества и 2 медали за храбрость 2-й степени и имени Суворова. Также медалями Всероссийского общественного движения «Отцы России» награждены 2 отца за воспитание защитников Отечества. Я получила медали своих героев, сына за храбрость 2-й степени и брата родного Матананова Максима Владимировича. Брат Матананов Максим Владимирович наш самый младший брат. Всегда будем помнить, он в наших сердцах. Сын Матананов Дмитрий Иннокентьевич за храбрость 2-й степени. Мой первенец также всегда остается в моем сердце. В завершении церемонии все присутствующие почтили память павших воинов специальной военной операции минутой молчания. Память о героях Якутии будет жить вечно, а их имена золотыми буквами вписаны в историю нашей страны. Диана Антонова, Иван Сорокаумов, Якутск. Ассоциация ветеранов СВО Якутии провела встречу с родственниками погибших участников спецоперации в преддверии Дня Победы. Организация, созданная в октябре 2025 года, объединяет порядка сотни бойцов и планирует расширить свою деятельность, открыв филиалы во всех районах республики. Основной акцент в работе ассоциации делается на поддержке как действующих военнослужащих, так и членов семей погибших участников СВО. Параллельно ветераны активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, проводя уроки мужества, обучая тактической подготовке и управлению беспилотниками. Вот решили сделать совместно с рестораном такой вот приятный сюрприз для наших родственников, наших братьев, да. И все-таки как наша ассоциация ветеранов СВО Якутии, мы помогаем нашим ребятам, которые находятся на фронте, решаем какие-то вопросы непосредственно здесь в тылу, непосредственно на родине, в городе Якутске, и вообще по республике работаем. Такие встречи важны, потому что родственники, они и так все в группах общаются, они поддерживают друг друга, тоже спрашивают какие-то, если новости, обмениваются информацией. А тут тоже, если очные встречи, это еще лучше. Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» сегодня организована на площади Победы в Якутске. К знаменательной дате около 10 тысяч горожан и гостей столицы почтили память павших воинов и героев, что отдали свои жизни ради победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии принимает участие наш корреспондент Диана Антонова. Она с нами на прямой связи со студией. Диана, приветствую. Тебе слово. Приветствую, Надежда. Действительно, сегодня, несмотря на пасмурную погоду, на площади Победы звучат песни военных лет, а также на экранах показаны документальные кадры с войны. Сегодня здесь собрались общественность, как раз идет шествие, представители общественности, представители власти, молодежь, учащиеся школ, а также герои России. Все, кому не безразлична общая история, кто не забывает и помнит о подвигах защитников нашего Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения героям, нашим дедушкам, бабушкам, прадедушкам и прабабушкам. И послезавтра, 9 мая, мы отмечаем 81 год со дня Великой Победы. Сегодня у нас также участвуют добровольцы, волонтеры Победы. Здравствуйте, Николь. Расскажите, как каждый год вы участвуете? Расскажите о том, как вы каждый год здесь участвуете, какую деятельность проводите. Волонтеры Победы ежегодно организовывают волонтерское сопровождение майских мероприятий, такие как «Свеча памяти». Мы ежегодно помогаем в организации этой памятной акции. У нас тут есть несколько распределений, то есть волонтеры в начале арки раздают свечи, раздают георгиевские ленты. Также есть волонтеры, которые помогают ставить свечи на буквах. У нас сегодня будут слово «Помним». И есть группа следения за порядком, то есть люди поставили свечи, и мы их проводим, чтобы не было столкновений и ничего не случилось. Как, например, в прошлом году проводили... В прошлом году был победный год, было более 15 тысяч человек, да? Да, прошлый год был юбилейный, 80 лет со дня
победы в Великой Отечественной войне это был очень важный год. В общем, было более 150 волонтеров, которые помогали в организации данного мероприятия. Вот. Спасибо большое, Николь. Прямо сейчас идет свеча победы. Все собравшиеся отдают дань уважения погибшим. И мы снова вспоминаем о мужестве и единстве нашего народа. Традиционно из свечей будет сформировано символичное слово «помним». Тут возле триумфальной арки уже нарисована разметка, а первые свечи уже совсем скоро возложат. Огонь. Хочется сказать, что огонь памяти никогда не угаснет в наших сердцах. На этом у меня все. Надежда, вам слово. Спасибо, Диана. Напомню, с нами на связи была моя коллега Диана Антонова, а мы продолжаем. В Мирнинском региональном техническом колледже, где традиции и современность переплетаются, прошло особое мероприятие «Наследники Победы». Эта акция является знаковым событием, ведь колледж вливается в ряды всероссийской акции «Бессмертный полк», отдавая дань уважения подвигу тех, кто приблизил мирное небо. Сердцем мероприятия «Наследники Победы» стало торжественное открытие баннера «Бессмертный полк. Память наследников Победы». На нем в обрамлении георгиевских лент запечатлены лица героев, дедов и прадедов, студентов и сотрудников колледжа, участников Великой Отечественной войны. Каждый снимок – это история мужества, стойкости и беззаветной любви к родине, бережно сохраненная в семьях и представленная сегодня на всеобщее обозрение. Я очень рад, что являюсь правнуком Иванова Василия Давыдовича, что он у нас в бессмертном полку есть. Я хоть и не помню его, я был очень маленький, когда только родился, но мне рассказывали очень много хорошего о нем. И что он единственный якутянин, кто присутствовал на конференции в Берлине. Я очень сильно им горжусь. И я пошел по его стопам, хочу поступить в военное училище, но еще не определился куда. Атмосфера праздника была наполнена особым духом патриотизма. Торжественное шествие кадетов кадетской школы имени Геннадия Трошева, стройные ряды оркестра, исполняющего мелодии военных лет – все это создавало незабываемую картину. Студенты колледжа, отложив в сторону учебники и чертежи, с глубоким волнением исполнили «Вальс Победы», а студенческий хор проникновенно спел песни, возвращающие к героическим страницам прошлого. Именно победа, этот великий праздник, это история всей нашей страны, история каждой. Мы чтим память и приобщаем к этой большой акции наших студентов. Особыми гостями мероприятия стали ветераны тыла, чьим самоотверженным трудом ковалась победа в глубоком тылу. Их присутствие стало живым напоминанием о той цене, которой пришлось заплатить за мир. И, конечно же, какое же празднество без традиционной полевой каши. Во дворе колледжа был развернут настоящий солдатский привал, где каждый желающий мог отведать вкуснейшее угощение, приготовленное по старинным рецептам, почувствуя себя причастным к великой истории. Анна Васильева, Мирный. В Якутии завершилось обучение первого потока нового учебного центра беспилотных авиационных систем «Полярный». 8 специалистов из разных отраслей освоили квалификацию оператора БАС, и им были вручены подтверждающие свидетельства. Подробнее о деятельности центра и о будущих планах в следующем сюжете. Обучение первого потока слушателей проходило на протяжении 2 недель. Специалисты дорожного и сельского хозяйств, а также учебных заведений получили основы управлениями дронами общей массой менее 30 килограмм. В составе выпускников в том числе ветераны боевых действий, которые сегодня получают новые востребованные навыки и возможности для профессионального развития. Я, как курсант региональной кадровой программы «Якутия. Земля героев», написал дипломный проект именно внедрение БПЛА в дорожную отрасль. И как раз уже успешно внедряем беспилотную авиацию в арктических районах. Поэтому сейчас очень актуальный вопрос внедрения беспилотной авиации в такую сложную сферу региона. Это содержание арктических северных дорог.
Сам проект реализуется при участии Центра опережающей профессиональной подготовки совместно с технопарком «Якутия». Помимо повышения квалификации и обучения новым специальностям, здесь также будут проходить образовательные программы для школьников и студентов. Сейчас, конечно, и колледжи работают над этим, и школы, но помимо этого мы открыли учебный центр, который будет работать со взрослым населением и со школьниками в части вот именно на оборудовании открывшегося научно-производственного центра БАС «Полярный». Здесь мы даем, благодаря технопарку, благодаря новому НПЦ, даем уникальную возможность поработать на дронах большого масштаба. Такого в республике, да и в России вообще, их очень мало. И сейчас благодаря этому сотрудничеству у слушателей появляется такая возможность. Обучение проходит бесплатно в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости». Цель центра – подготовка кадров для ускоренного внедрения беспилотных авиационных систем в ключевые отрасли экономики региона. Беспилотная авиационная система в будущем, я думаю, очень сильно повлияет на экономику, очень сильно ее поменяет. В первую очередь, я уверен, что в транспортном, логистическом смысле, потому что у нас территория республики, она большая. У нас транспорт удаленных населенных пунктов, дороги тоже есть определенные сложности в межсезонье и так далее. То есть именно использование беспилотных авиационных систем, доставки в логистике, это будет, конечно, ощутимо менять нашу экономику, логистику, так скажем, цены на услуги и товары. Уже в июне стартует следующий поток для сотрудников сферы энергетики. До конца же года планируется подготовить не менее 100 специалистов. Тимур Калмогоров, Иван Саракаумов, Якутск. Нерюнгринский парк покоряет международные вершины. На главной отраслевой премии страны «Парки России» среди множества громких имен и масштабных проектов особое место заняло участие представителей из Южной Якутии. Даже в условиях крайнего севера можно создавать парковые территории высокого уровня, которые сочетают в себе комфорт, красоту и заботу об окружающей среде. И доказательство этому – заслуженные награды на международной выставке конференции в Москве. Престижная международная выставка-конференция «Парк Season Expo», которая прошла в апреле в Москве, стала площадкой для демонстрации лучших практик в области развития парковых территорий. На главной отраслевой премии были представлены достижения Нерюнгринской дирекции парков и скверов. В топ-10 лучших директоров наряду с руководителями из крупных городов России вошел Андрей Дымов. В 2026 году мы третий раз участвовали во Всероссийской премии «Парки России». На этот раз было 32 номинации, более 4 поданных заявок. И мы, конечно, подавали в 4 номинациях свои заявки. Прошли по 3 конкурсам, по 3 номинациям финал. Достойно, заслуженно. Нерюнгринцы были номинированы сразу в 3 номинациях. Директор парка и признание паркового сообщества России, команда парка и премьера года, реализованный проект парка в 2025 году. По всем 3 номинациям мы заслуженно стояли в финале с такими гигантами нашей отрасли парковой индустрии, как Ростов, Москва, Подмосковье, Тула, Нижний Новгород, Казань. И достойно выступили, защитили свои проекты, показали, что даже в таком отдаленном месте от Москвы, как город Нерюнгри, есть достойные коллективы, работники, которые заслуживают внимания не только нашего города, но и на федеральном уровне. Успешное выступление – это не просто демонстрация деятельности. Это успех, который вдохновит на новое свершение и укрепит позиции Нерюнгри на карте мировых парковых достижений. Сейчас идет активная подготовка к летнему сезону и предстоящим праздникам. Особое внимание уделяется безопасности. В преддверии летнего периода, как обычно, ежегодно у нас происходит ввод в эксплуатацию всех детских игровых комплексов, детских игровых площадок, спортивных площадок. То есть выход из зимнего периода. Устраняются поломки возможные, все, что произошло за зиму. Что-то модернизируется, что-то становится лучше, что-то мы убираем уже, к сожалению, потому что подходит срок. Подготовка парка к летнему сезону – это ответственный и кропотливый труд. И уже совсем скоро состоится торжественное открытие летнего сезона для всех гостей, готовых насладиться свежим воздухом, красотой природы и веселыми развлечениями. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри.
В Якутске прошел открытый республиканский турнир по хапсагаю на Кубок Радио Титим, посвященный профессиональному празднику сотрудников отрасли. Состязания собрали спортсменов в двух весовых категориях до 75 и свыше 75 килограммов. Среди них были как и именитые борцы, так и молодые таланты. Отметим, что соревнования организованы национальной вещательной компанией «Саха» при поддержке Федерации борьбы хапсагай Республики. В этом году турнир проходит уже во второй раз. В этом году собрались 33 спортсмена, 75 до 75 килограммов, 22 участника и свыше 11 участников. И состав участников на этот год очень такой внушительный. Тут есть чемпионы Игорь Манчары Республики, которые показывают очень хорошие спортивные результаты и достойно могут представить на любых соревнованиях свои улусы. В столице республики дан старт сезону проведения утренних зарядок. Теперь ежедневно с 7 утра любой желающий может присоединиться к оздоровительной группе и зарядиться бодростью на весь день. Все упражнения, включенные в программу, выполняются под руководством известных спортсменов и общественных инструкторов. Продолжит тему Анастасия Пуляева. «Начни утро с победы над собой». Под таким девизом стартовал долгожданный сезон проведения утренних зарядок. Мероприятие, проводимое с 2005 года, стало для якутян доброй традицией и хорошим началом дня. Вот это девиз вот, в течение 20 лет продолжается, и много по всей республике. Много, тысячи человек выходят на эту зарядку и занимаются, как говорится, своим здоровьем, укреплением, прививают своих детей, близких, друзей. Утренняя зарядка дает именно заряд бодрости для всего тела, также для настроения, здоровый образ жизни, привлечение людей к систематическому занятию физическим спортом. С этого и начинается. Сегодня на стадионе Туймада с участниками занимались именитые спортсмены, лучница Кристина Устинова и боксер Василий Егоров. Они поделились своим опытом и показали простые, но эффективные упражнения для бодрого утра. Утреннюю зарядку нужно начать зависимо от возраста. Допустим, можно с рук, потом переходим на плечи, на туловище, на ноги. И выполнять комплекс упражнений, чтобы охватить все тело, весь организм. Зарядка объединила собой как подрастающее поколение, так и пожилых людей. Вместе они провели 30 минут на свежем воздухе, выполняя разные упражнения. От йоги и национальных танцев до общей физической подготовки. Среди занимающихся и родители, прививающие своим детям любовь к спорту и дисциплине. Мы посмотрели видеоролик, который рассказывали то, что будет зарядка. И вот мы решили прийти по инициативе Сарелла. Впервые были, и после зарядки уже пойдем в садик и на работу. Настроение вообще супер. Прям с утра прилив энергии. Мне кажется, у Сарелла тоже весь день уже будет на заряде, да? Сезон утренних зарядок продлится до осени и охватит собой основные площадки Якутска и районов. На сегодняшний день Якутия входит в тройку лидеров Дальнего Востока по количеству жителей, систематически занимающихся спортом. Анастасия Пуляева, Екатерина Амосова, Семен Семенов, Якутск. Полярные волки заканчивают хоккейный сезон на высокой ноте. Юные спортсмены привезли домой Кубок Победы. На выездном турнире в Иркутске якутяне разгромили 5 команд. С чемпионами познакомилась наша съемочная группа. Триумфальное возвращение не отменяет режима. Хоккеисты уже приступили к тренировкам на домашнем льду. Хотя отрабатывать пасы и броски, имея за плечами титул победителей, однозначно приятнее. Дети честно признаются, вкус победы на турнире в Иркутске они попробовали в первый раз. Как-то неожиданно, потому что мы все время проигрывали, но сейчас резко первое место заняли. Команда, состоящая по большей части из 7-летних детей, делает первые шаги на российском уровне. Иркутский Кубок Победы стал для них 3-м выездным соревнованием. Поэтому от совсем зеленых спортсменов никто не ждал больших достижений. К тому же все соперники «Волков» были на год старше. Так что якутские спортсмены перевернули игру и набрались ценного опыта. Все мы стали лучше играть. Защитники у нас лучше, нападающие и вратари тоже немножко стали лучше. И довольно круто все прошло. И я начала лучше понимать схему атак, которые на меня идут. И еще я начала лучше ловить. У меня реакция как-то лучше стала.
Успехи успехами, но почивать на лаврах первоклассникам пока рано. Да и загордиться не даст тренерский состав. Ты шайбы просто едешь и швыряешь куда попало. Несмотря на отрезвляющие ремарки, наставники, конечно, отзываются о воспитанниках только в положительном ключе. В конце концов, якутскому хоккею приходится преодолевать куда больше преград. Перспективная команда. Просто у нас проблема, что у нас слабый набор. Ну, если брать команды, с которыми нам нужно конкурировать, команда Хабаровский Амур, да, там, Владивосток Адмирал, у них наборы по 70-100 человек. А у меня набор 18-й год, 20 человек. Мне нужно из 20 сделать 20 хороших хоккеистов, а им нужно из 125 хороших хоккеистов отобрать. Еще один извечный бич нашего спорта – логистика. Вся финансовая нагрузка турниров на выезде ложится на плечи родителей. Впрочем, трудности только сближают. В качестве доказательства дружбы – пирог, который мама одного из спортсменов испекла для единомышленников. Полярные волки не теряют оптимизма. И взрослые, и дети. Ржена Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. К этому часу все. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в дальнейших эфирах.